Сәлеметсіңдер ме, балалар? Здравствуйте, ребята! Я рада приветствовать вас на уроке русского языка. Тема сегодняшнего урока – что я знаю, умею, могу. Сегодня на уроке вы будете использовать в речи слова-предметы, слова-признаки, слова-действия и местоимения. Читать выразительно короткие тексты и понимать их основную мысль. Формулировать уточняющие вопросы по содержанию текстов. Мы с вами, ребята, на протяжении нескольких уроков говорили о живой природе. Сегодня, ребята, мы подведем итоги по изучению раздела «Живая природа». Задание первое. Прочитаем сказку. В одной сказочной стране жили живые предметы. Они все дышали, росли, у них рождались дети, они общались, часто ходили в гости друг к другу. Чудесная у них была жизнь. А в соседней стране жили неживые предметы. Они не рождались, не дышали, не росли. Некоторые могли двигаться и изменяться, но все равно им было очень скучно. И однажды неживые предметы решили пригласить своих соседей. «Приходите к нам, живите вместе с нами. Мы для каждого из вас приготовили дом». Живые предметы приняли приглашение. С тех пор живые и неживые предметы живут дружно и весело. Ребята, о чем эта сказка? Правильно, это сказка о живых и неживых предметах. Кто жил в первой сказочной стране? Верно, в первой сказочной стране жили живые предметы. Кто жил во второй сказочной стране? Правильно, во второй сказочной стране жили неживые предметы. Чем отличалась их жизнь? Правильно, у живых предметов жизнь была чудесная. Правильно, неживым предметам было очень скучно. А какое предложение сделала страна неживых предметов стране живых предметов? Правильно, они пригласили соседей жить вместе с ними. А как стали жить потом эти страны? Какой вывод можно сделать? Правильно, живые и неживые предметы живут очень дружно и весело. Ребята, вы хорошо поработали над содержанием текста. Теперь обратите внимание на пропущенные буквы в тексте. Ребята, какие буквы пропущены в тексте? Верно. И, А, У. Какое правило русского языка на эти сочетания вы знаете? Верно. Это сочетание жи-ши, ча-ща, чу-щу. Жи-ши пиши с буквой И. Например, жили, живые. Правильно. Ча-ща пиши с буквой А. Например, часто общались. Чу-щу пиши с буквой У. Например, честная. Молодцы, ребята. Задание третье. Запиши в тетрадь в 2 столбика слова-предметы. В первый столбик живая природа, а во второй столбик неживая природа. Правильно, к живой природе относятся слова микробы, птицы, человек, животные, растения, рыбы. К неживой природе относятся слова камни, воздух, вода, звезды, ветер, земля. Молодцы, ребята. Задание четвертое. Прочитаем текст. Все объекты неживой и неживой природы тесно связаны друг с другом. Растение – это объект живой природы, но оно не может жить без объектов неживой природы. Солнце обогревает растение лучами. Воздухом растение дышит. Вода дает ему питание, а ветер разносит семена. Ребята, найдите во второй части текста слова действия. Это какие слова?
Правильно, что делает? Обогревает, дышит, дает, разносит. Правильно, ребята, молодцы. Задание 5. Откройте секрет. Какие местоимения в них спрятались? Прочитаем слова. Ягода, тыква, корона, понимание, борона, агроном, выставка. Ягода – местоимение «я», тыква – местоимение «ты», корона – местоимение «она», понимание – местоимение «они», борона – местоимение «она», агроном – местоимение «оно», выставка – местоимение «вы». Молодцы, ребята! Задание 7. Установи соответствие. Воробей живет под крышей, в теплой норке домик мышки, у лягушки дом в пруду, гнездо пеночки в саду. Эй, цыпленок, где твой дом? Он у мамы под крылом. Запишите, кто где живет. Цыпленок под крылом. Пеночка в саду. Молодцы, ребята! Ребята, вы сегодня на уроке замечательно поработали. А теперь, ребята, давайте сделаем вывод. Природа дает человеку одежду, питание, материалы для жилья, здоровье, хорошее настроение. Любовь к родной стране начинается с любви к природе. Это слова Константина Паустовского. Спасибо, ребята, вам за урок. До свидания.